Esam atpakaļ. Vakars ar Renāru Zeltiņu, mans pēdējais viesis, un, godīgi sakot, es esmu uztraukts, nedaudz nervos, teiksim tā. Man blakus sēž viens no pelnošākajiem DJiem pasaulē. Ladies and gentlemen, dāmas un господа, dāmas un kungi, this is the one and only Юрий. Добрый вечер, Юрий. Добрый. Ну, честно говоря, красавец. Просто шикарно. Волшебник. Я думаю, сейчас у кресла все просто упали. Это не Дэвид Гетта, это Юрий из Риги. Я не волшебник, я только учусь. Ну да. Слушай, Юрий, когда ты вообще понял, что ты похож настолько на Дэвид Гетту? Я долгое время жил в Таллине, работал там, а девушка была в Латвии. И когда я вот надумал сделать предложение и вернуться в Латвию, я переехал в Ригу. Вот, но все пошло не по плану. В смысле? Ну, я опоздал. А я понял, я тебя понял, в нюансах не надо. Что потом? Да, ну, у меня была депрессия, я думал, как выйти из этого всего. Хотел сделать с собой что-то страшное, например, побриться на лысо. Это не надо? Да, но потом посмотрел Евровидение и подумал, что я лучше отращу бороду. И тогда, в этот миг ты понял, что-то я похож на кого-то, да? Ну да. Люди на дискотеках или еще где-то, ну, начали обращать внимание и так говорить, что вот he looks like David Guetta. Я подумал, кто такой Дэвид, я зашел. Кто такой Дэвид? То есть я... Ладно. Нашел в Гугле его фотографию, ну, подумал, ну да, где-то рядом что-то есть. Что-то есть? Ну, а потом... Все есть! Это нереально. Ладно, ты поехал в Таллин? Да, и потом был концерт в Таллине, на который я просто заставил себя поехать. Ну, я просто не брился и не стригся, наверное, месяца 3. Вот, и подумал, что, ну, неплохо. Поеду. После концерта я пошел в клуб в Таллинский и... Ну, первый раз почувствовал себя жертвой, а не охотником. О, и как это было? Ну как, ну то есть я стоял где-то в углу, прятался, а девушки сами прибегали и просили сделать селфи или что-то, ну... Поговорить? Или поговорить, да. Ну ладно, девушка приходит. Что ты говоришь? Как ты говоришь по-французски, по-английски? Ну, основное, что я говорил, это было why not. Why not? Yes. Все, что она говорит, ну, например... Can I make this selfie? Why not? Are you David? Why not? Okay. Do you want to sleep with me? Why not? И приходит девушка, она говорит, la mes joues ce soir étaient pécules, je ferme les joues. И ты? Not today. Да, французский — это мое слабое место в плане как Дэвида. Oui. Если ты когда-нибудь, ну так, иллюзия, да? Встретишь настоящего Дэвида Гетта. Как ты думаешь? Ты думал, что ты будешь говорить? Да. Что, он подумает, что это зеркало. Я знаю, что я скажу. Если он немного выпьет еще. Зеркало, реально. Я знаю, что я скажу. Забери меня с собой. Забери меня с собой, вы вдвоем поедете? Ну, конечно. Dāmas un kungi, pirms 10 dienām Nacionālā informācijas aģentūra LET un vairāk vadošie ziņu portāli ziņoja par to, ka Deivids Getta ir ieradies Rīgā 10 dienas agrāk nekā vajadzētu. Kas tad īsti notika pirms 10 dienām stācijas laukumā? Mēs tūdaļ uzzināsim.
I take a selfie? Окей. Boss? Is it broken mobile? Viņš izstāsta labi. Kā īsāks nekā likās. Videoklipos vienkārši cilvēki tur baigi padarīt garāk, īsāk. Nopietns izskatās. Nemaz nepasmaidīja, jā. But, Autograph too. Okay. Free. Yes. Viņš vienīgais vajag kluss. Pirmo reizi mūžā satieku slavenu mūziķi uz Rīgas ielām. Viņš ir mans mīļākais mūziķis, tiešām fantastiski viņus satikt. Arī dabūju parakstu, autogrāfu. Can I get one too? Man no prieka viss trīc, es teikšu tā. Tiešām sajūsmināts esmu viņu satikt. Un, jā, viņš izstāsta tā pārsteidzoši un patīk viņa stils. Viņš tāds piezemēts, daudz nerunā, viss ir kā vajag. Īstenībā man ir baigais šoks, tāpēc, ka man liekas, tas vispār nav iespējams. Tieši šajā brīdī šeit, man tikko beidzās skolas, ierodos šeit, lai pavadītu saulainā dienā laiku, un es ieraugu Davidu Gveita pie Origo. Kāds sakars? Is this a prank? Are all these actors? Ak, Dievs, kāds sakars! Вау, Юрий, какие вообще ощущения вообще? Ну, смотри, ты радуешь людей просто так. И тут сестdiena, и тут говорится, Дэвид Гвета вот, прибыл в Риге. Насколько нереально. Sestdien, dāmas un kungi, Дэвид Гвета ieradies Рīgā, 10 dienas agrāk. Какие ощущения были? Ты первый раз в Риге давал автографы. Был вообще... Ощущение было, мне было стыдно. Стыдно было? Ну да, Почему? я не люблю обманывать людей. Ну, это такой хороший обман. Хороший? Позитивный. Да, ну вот это, может, не хороший. Дэвид Гвета parakstījās kā Jurijs. Но вы не знаете всей правды. Да, расскажи правду. Да, пару раз я подписался как Дэвид. О, ты знаешь, на как... паспорте и на чьих-то правах. Ну это действительно, ну не мог же я подписаться там, как Юрий. Ну. Ну, погоди, это означает, что они не смотрят вообще, какой почерк, да? Ну, Юрий, Дэвид Гвета, Серега. Ну, что там он там подписал, да. Ну вот такой вот он, Дэвид. Вот такой он, Дэвид. Это наш Юрий из Риги. Вау. Varam vēlreiz aplausus.